Судьба эта похожа на сказку. Мавлид Висаитов – профессиональный военный. За годы войны он прошел боевой путь от Терека до Эльбы. Командовал 255-м отдельным чечено-ингушским кавалерийским полком и 28-м гвардейским полком. Мавлид стал первым советским офицером, который пожал руку командиру передовых американских частей во время исторической встречи на Эльбе. Родился Мавлид Висаитов 13 мая 1913 года в селе Нижний Наур, ныне Натеречного района Чеченской Республики, в семье крестьянина. Вступил в Красную армию в 1932 году. Именно в этом году, после окончания школы, он был направлен на учебу в Краснодарскую трехгодичную кавалерийскую школу. По ее окончании молодого лейтенанта направляют служить командиром взвода в 34-й кавалерийский полк 9-й Кавказской дивизии, дислоцировавшийся на Украине. В 1935-м окончил Орджоникидзевскую пехотную школу. В 1940-м Висаитов в звании старшего лейтенанта уже командует эскадроном. В этом же году, получив звание капитана, направлен на курсы усовершенствования командного состава в город Москву. На фронтах Великой Отечественной войны капитан Висаитов с июня 1941 года. В должности командира кавалерийского полка он в первые месяцы войны, как ни странно, не отступал, а наступал. В первые же дни войны Висаитов был ранен, но остался в строю, причем отличился в первых же боях. Чуть позже Висаитов получил в подарок коня, лучшего коня, которого тогда можно было найти в России. Его на свои средства приобрел Михаил Шолохов и отправил на фронт с напутствием подарить лучшему кавалеристу советской армии. Им и оказался чеченец Мавлид Висаитов. Один из эпизодов фронтовой жизни чеченского героя напрямую связан с этим конем. Случилось это недалеко от реки Дон. Войска отступали, был пасмурный вечер, и трудно было отличить в тумане свои позиции от вражеских. Висаитов решил лично проверить левый фланг. Он помчался на коне в сопровождении только своего ординарца навстречу колонне пехоты и, уже совсем приблизившись, понял, что это немцы. Пришпорил коня, врезался в колонну, разя врагов шашкой, прорубил себе путь. И когда по нему начали строчить автоматы, был уже вне досягаемости. Однако пуля достала его, пришлось на скаку сделать перевязку, а потом уже думать о возвращении на свои позиции. В темноте было трудно сориентироваться, и тут Висаитов вспомнил, что родная станица писателя Шолохова должна быть где-то рядом, а лошади умеют самостоятельно находить дорогу домой. Так как он слишком ослабел от потери крови, Мавлид отпустил поводья и доверился коню. Конь действительно к утру вывел Висаитова прямо на станицу Вешенская, еще не занятую немцами. В 1942 году его направляют в отдельную 114-ю чечено-ингушскую кавалерийскую дивизию, сформированную в Грозном. После ее расформирования на ее базе был создан добровольческий 255-й чечено-ингушский кавалерийский полк и отдельный дивизион. Начальником штаба этого полка был назначен именно Мавлид Висаитов. Позже грянула депортация февраля 1944 года. На тот период армейским чинам была дана команда потихоньку изъять из боевых частей всех офицеров-чеченцев и привезти в Москву. Здесь, в Москве, им и сообщили, что они вместе со своим народом подлежат депортации в Казахстан и Киргизию. Рассказывают, что, узнав эту страшную новость, 100 боевых офицеров-орденоносцев ранним утром пришли на заснеженную Красную площадь и встали строем в надежде, что кто-то из высшего руководства заинтересуется этим необычным парадом и выслушает их. Они простояли весь день, были окружены ротой НКВД и уже под стражей наткнулись на выходившего из Кремля маршала Рокоссовского. Благодаря его вмешательству этих чеченцев вернули в части с сохранением всех наград и званий. Позже Висаитов участвовал в боях за освобождение Крыма, Украины, принимал участие во взятии Кёнигсберга, в походе на Восточную Пруссию и в выходе к Эльбе. В апреле 1945 года 28-й гвардейский кавалерийский полк под командованием Висаитова в авангарде дивизии во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими полками в ходе наступления прорвал оборону противника в районе города Швед и овладел населенным пунктом Хаммельбринг и городом Райсберг. К исходу 2 мая 1945 года полк вышел на реку Эльба и в районе севернее города Виттенберг в числе первых встретился с англо-американскими войсками, развернувшими пресловутый Второй фронт. За период с конца апреля по начало мая полк Висаитова успел пройти с боями более 170 километров, разгромить до 2 полков противника, овладеть 50 населенными пунктами и уничтожить много живой силы и техники противника. Кроме того, полк Висаитова только за эти дни освободил из концлагерей до 3000 советских граждан и более 500 военнопленных.
Именно в эти дни на Эльбе и произошла почти сказочная история, которая вошла в летопись Второй мировой войны. Чеченец полковник Висаитов стал первым советским офицером, который пожал руку командиру передовых американских частей генералу Боллингу. В честь исторической встречи полковник Мавлади Висаитов подарил генералу Боллингу самое дорогое, что у него было – своего боевого коня. Генерал отдал джип. В те же дни президент США Трумэн подписал представление к ордену «Легион чести» на подполковника Висаитова. Следует отметить, что этот орден – награда чрезвычайно редкая и почетная. Достаточно сказать, что в США, если в комнату заходит кавалер этого ордена, присутствующие, включая даже президента страны, обязаны встать. На счету полка Мавлади Висаитова было много славных подвигов. Только за 2 месяца боев весной 1945 года полк Висаитова уничтожил, вывел из строя и пленил более 2500 солдат и офицеров, подбил и уничтожил 7 танков, 6 БТРов. За эти подвиги полк был удостоен высокой награды – ордена Красного Знамени, а сам Висаитов награжден орденом Ленина. За годы войны Висаитов награжден также орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Красной Звезды, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Среди всех наград Висаитова не только ордена и медали СССР, но и награды Польши, Венгрии, Чехословакии. В 1945 году он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако звание, по вполне понятным причинам, так и не удостоился. После февраля 1944-го чеченцев награждали только на словах. Их наградные документы клались под сукно и никогда не доставались. В 1945-46 годах подполковник Висаитов в стенах военной академии имени Фрунзе подкрепил военными знаниями свой богатейший боевой опыт. Тем не менее, в 1946 году его, представители депортированного народа, отправляют в запас. Сохранилась копия рапорта гвардии подполковника Висаитова на имя Иосифа Виссарионовича Сталина, датированного 26 сентября 1946 года. Увольняемый в запас герой только что прошедшей войны, не виляя и не раболепствуя перед вождем народов, открытым текстом пишет: «Я не отношусь к категории офицеров, которые подлежат демобилизации по старости, по инвалидности или по каким-либо другим причинам, поэтому еще с большей силой переживаю свое положение. Как мне кажется, единственной причиной такого подхода ко мне со стороны отдельных кадровых работников то, что я чеченец. Других причин нет. Я знаю, что нашей идеологии чужды биологические принципы, принципы расовой ненависти, которые являлись принципами идеологии гитлеровцев. В дни тяжелых испытаний на передовых позициях фронта меня вдохновляла на борьбу с врагом не на жизнь, а на смерть вера в наше правое дело, в нашу победу. Именно эта вера и сделала меня непоколебимым при самых сложных ситуациях». В своем рапорте Висаитов пишет, что хотел бы восстановиться в рядах армии той великой страны, которую он защищал. Ответа он, естественно, не получил. Понятное дело, иного и не следовало ожидать. Странно другое, как после такого неприкрытого прямого обращения к вождю народов по существу с обвинениями в дискриминации он не был подвергнут репрессиям. По-видимому, от гнева сталинской машины подавления Висаитова спас все тот же орден Легиона чести. Уж слишком скандально выглядела бы, если бы она всплыла, история с героем войны, кавалером Высшего воинского ордена США в сталинских застенках. Герой войны подполковник Висаитов после восстановления в 1957 году Чечено-Ингушетии работал заместителем министра внутренних дел республики, затем на различных должностях народного хозяйства республики. Долгое время жил в Грозном, впоследствии в селе Кулары, где заведовал рыбхозом. Фронтовая судьба свела Висаитова с людьми многих национальностей. Некоторые стали его друзьями на всю жизнь. Среди них и украинская женщина Галя, выходившая его после тяжелого ранения в боях под Таганрогом. Висаитов разыскал ее уже после окончания войны, и дружба двух семей, чеченской и украинской, продолжалась до самой его смерти. Умер подполковник Мавлади Висаитов сравнительно недавно, 23 мая 1986 года, похоронен в станице Надтеречная. История же со знаменитой по тем временам встречей на Эльбе позже была сфальсифицирована. В исторической науке вместо подполковника Висаитова долгое время фигурировал другой человек с правильной национальностью и с биографией без подтеков. Справедливость же была восстановлена лишь после развала СССР и реабилитации репрессированных народов. Да и то произошло с подачи американских ветеранов Второй мировой войны, которые прямо и заявили о подмене. Героем же СССР Мавлади Висаитов стал лишь 5 мая 1990 года. До дня восстановления исторической справедливости герой Эльбы не дожил всего несколько лет.